Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня мы совершим фольклорное путешествие по устному народному творчеству казахского народа. Казахский фольклор – это народное творчество, отличающееся глубоким содержанием, мастерством художественного слова, имеющее огромное воспитательное значение для молодежи. Устное поэтическое творчество передавалось с древнейших времен из поколения в поколение и дошло до наших дней. Основные жанры казахского фольклора – обрядовая песня, лирическая поэзия, сказки, легенды, пословицы и поговорки, героические сказания, лироэпические поэмы, предания, легенды, созданные преимущественно на основе пережитых народом исторических событий. В последние годы, когда упрочилась независимость страны, сохраненное наследие предков стало шире освещаться и доводиться до сердец подрастающего поколения. Этим благородным целям служат государственные программы «Культурное наследие» и «Рухани Жаңғыру». Особо значимо первое издание образцов казахского фольклора «Бабалар сөзі» в 100 томах, в которые вошли разные версии и варианты текстов из крупнейших рукописных фондов страны. Изданию предшествовала научная систематизация казахского фольклора по его жанровому и тематическому своеобразию, сбор разных образцов текстов, бережное редактирование. Уникальное беспрецедентное издание казахского фольклора «Бабалар сөзі» сегодня презентовали в Астане. Аналогов столь крупного выпуска фольклорного достояния нет ни в одной стране мира. Серию из 100 томов выпустили в рамках госпрограммы «Культурное наследие», инициатором которой является президент. На выставке книг, изданных в разные годы под патронатом программы Мадини Мура, настоящий книжный вернисаж. Здесь и академики, и писатели, ученые-фольклористы, и известные общественные деятели. Для каждого из них выпуск 100-томной серии казахского фольклора – событие действительно неординарное. Это праздник и для тех, кто непосредственно принимал участие в создании книжного многотомника, десятков специалистов Института литературы и искусства имени Уэзова и издательства «Фолиант». Они проводили текстологическую работу, работу по анализу, подбору текстов, работали в архивных источниках дальнего, ближнего зарубежья. Издание выпускалось по 2000 экземпляров. Практически они попали во все областные и районные библиотеки. 100-томный свод казахского фольклора, ставшего национальной гордостью, собирали на протяжении 10 лет. Наследие прошлого и духовная сокровищница народа, казахский фольклор в советскую эпоху находился фактически под запретом, а об издании в масштабном серийном виде тогда и не мечтали. В 2003 году глава нашего государства дал конкретное поручение правительству разработать государственную программу «Культурное наследие», в основе которой были свод, систематизация, изучение, издание и реставрация историко-культурных памятников, находящихся на территории Казахстана. Именно в рамках этой программы были отреставрированы около 100 памятников истории и культуры, были изданы 1000 казахских песен, 1000 казахских киев, теперь уже 100 томов шедевральных образцов казахского устного народного творчества воплощены в виде этого 100-томника. Я абсолютно уверен, что издание этого уникального сборника дает возможность молодым исследователям открывать новые возможности в изучении истории нашего народного фольклора. Только героический эпос составил 20 томов, исторический 13, религиозные достаны включены в 7 книг, любовные 8, а сказки собраны в 5-томнике. Помимо крупных жанров в серию вошли и жанры поменьше. Они состоят из нескольких томов. На сегодняшний день больше нигде в мире не существует столь крупного издания народного фольклора, как у нас в Казахстане. Назия Туякова, Ганял Шимбаев, Астана. Представители казахской фольклористики выделяют 5 крупных жанров фольклора и более 40 жанровых разновидностей. Первым, хорошо сохранившимся в памяти народа, является обрядовый фольклор. Именно в нем сплавлены присущие жизни и деятельности древние верования, мифологическое восприятие мира, обычаи и традиции народа, которые дошли до наших дней. Разнообразны формы народного стихосочинительства. Это связано с тем, что ни одно событие, ни один праздник в казахской семье не обходился без песни. На свадьбах, например, исполнялся жар-жар, проводы невесты в форме хорового пения.
с ведущими как со стороны девушек, так и со стороны парней, сверстников новобрачных. Другая ритуальная песня «Сынсу» – «Прощание с родным очагом» исполнялась невестой перед выездом свадебной процессии из аула. В ауле жениха певцом-песенником исполнялась третья ритуальная песня «Беташар» для ознакомления невесты с его родственниками. Характеризуя в стихах каждого из почтенных родственников, он призывал невесту отдать поклон в его честь, относиться к нему уважительно, как подобает достойной невестке. Жактау – плач по усопшему. По установившейся традиции его исполняли женщины на поминках, устраиваемых в день смерти родича, день его похорон, через 7 дней, 40 дней, год и 4 года после смерти. Вашему вниманию предоставляется видео из проекта «Этнографический атлас». Наши традиции, обряды и ритуалы. За каждой деталью богатейший пласт мудрости предков. Это наша гордость, культурная сокровищница, наш этнографический атлас. Перелистайте его вместе с нами. У казахов есть предание о том, что в давние времена над землей летела песня, и в тех местах, где она пролетала низко, люди выучились петь. И всех ближе к земле летела песня над казахскими бескрайними степями. Вот почему казахи и стали первыми песенниками на свете. Это легенда, но она очень точно отражает значение музыки и песни в жизни казахов. В будни или праздники, в дни кочевок или стоянок, в особенные дни, когда совершались те или иные обряды, неизменно присутствовала песня. Как утверждают музыковеды, фольклор нашего народа – это прикладные жанры, которые возникали чаще всего в рамках обрядов. Песни плача невесты вы услышите лишь на свадьбе. Обряд представления семье новой снохи невозможен без песни «Беташар». Песню «Жарапазан», кроме как во время оразы, не исполняют, а песня «Жоктау» является частью похоронно-поминального комплекса. Так что у фольклорных жанров есть свое предназначение – в обряде, ритуале, в быту. Появление на свет человека, каждый его переход в абсолютно новый статус и, наконец, его уход из жизни – всем этим периодам соответствуют определенные жанры фольклора. Самый яркий пример – казахская свадьба. Она состоит из обрядовых действий, которые полностью построены на песнях. В старину, когда невесту привозили в аул, женщины прятали ее за специальной занавеской от сглаза. Когда собирался народ и все было готово к тою, новобрачную выводили из отдельной юрты. Ағайын, бірге деңе жарайын, бетін ашып келіннің, көрімдігін алайын. Вот так выглядит обряд Беташар. Его исполняют, когда новобрачная входит в семью мужа. Ритуал происходит под песню назидания, которая так и называется Беташар. Беташар, как говорит само название, открыть лицо. То есть невеста прибывает в новый аул, это новый член семьи, и ее, чтобы ознакомить со всем аулом, ей открывают официально перед всеми лицо. Как бы она до этого пришла с закрытым лицом, а теперь ее вот именно представляют всему аулу, всему роду. Издавна Беташар исполняли акены, жерши, считавшиеся древними носителями поэтического дарования. Они воспевали красоту, достоинство невесты и озвучивали слова назидания. Писатель Мухтар Ауэзов сравнивал Беташар с моральным кодексом рода. Ай, бәрекелді, ал олай болса бүгінгі әулетке түсіп отқан айдай сұлу ақ келіннің бетін қазағымыздың келі қара домбырасымен, әужарымен, жаржарымен бір тамаша бетін ашып берейік. Ай, бәрекелді.
На казахском это говорится усиет, насихат. Будь такой, будь внимательной, будь уважительной, не перерезай дорогу взрослым. Вот такие, можно сказать, слова назидания. Говорит ей слова назидания. А во второй части жыршы акын знакомит невесту с родственниками жениха. То есть на казахском это говорится с родственниками, то есть жениха кайын жұртым. Произнося имя каждого родственника, он просит, чтобы невеста поклонилась и говорит кайнатаңа бір сәлем, кайнағаңа бір сәлем или кайнапаңа бір сәлем. При этом невеста кланяется с двух сторон, ее держат две женги, две снохи жениха. В конце этого обряда акын, который пел беташар, он открывает домброй лицо невесты. Считается, что домбра святой казахский инструмент. Жар-жар – это еще одна обрядовая песня. Однако во времена наших аксакалов, апашек, ажешек исполнялся несколько иной вариант, чем сейчас массово звучит на тоях. Жар-жар совершенно изменился и по функции, и в плане музыкального сопровождения, и в плане поэтического даже. То есть, если раньше жар-жар исполнялся диалогом, в диалоговой форме между парнями и девушками, то сейчас это исполняется просто гостями при встрече молодых, например, молодоженов. А напев женского жар-жар, он не сохранился, и там несколько видов было. А мужской он всегда был однотипный. На-на-на-на-на-на-на-на-на, жар-жар. Вот этот мотив, он вот по сей день, то, что вот сохранился, это вот именно мужской жар-жар. И он веселый, открытый, торжественный более. Здесь, значит, парень поет. Вот, типа, ты все, прощаешься с молодостью, уезжаешь теперь в аул мужа, там тебе мать заменит свекровь, отца заменит свекор и так далее. В ответ поют девушки. Иногда сама девушка, иногда вот с подругами они вместе хором. И она поет о том, что какой бы хорошей ни была свекровь, она не заменит мать, какой бы хороший ни был свекор, он не заменит отца и так далее. Что там, здесь она находилась у отца под его, скажем так, покровительством. Он ее лелеял, баловал, а там ее теперь уже никто не будет баловать. У нас есть редкая возможность, благодаря студентам, будущим исполнителям этномузыки, показать, как раньше происходил музыкальный диалог между участниками свадебного обряда. Қаранасар замандас, қаранасар жар-жар, қаранасар сәукеле, жашың басар жар-жар. Мұнда кем қалды деп, қам жемеңдер жар-жар, жақсы болса қайнатаң, орның басар жар-жар. Есік алды қара су, майдан болсын жар-жар, ақ жүзімді көргендей, айнам болсын жар-жар, қайнатасы бар дейді, көп жігіттер жар-жар, айналайын әкемдей, қайдан болсын жар-жар. Некоторые семьи включают в свадебный ритуал еще одно фольклорное произведение. Когда-то казашка, покидая родителей, близких родственников, друзей и свой аул, обязательно пела песни прощания. Сынсу, кыз танысу, кыз коштасу. Сваты приезжают в аул невесты, пока они там празднуют, то есть проводят той, также байге, там айтысы, там встречают угощениями и так далее. В это время девушка со своими подругами, с женги, с нохами, значит, обходит весь свой аул, прощается с родственниками, с дядей, с тетей, со всеми другими родственниками. Идут, например, обходят все свои места, где они развлекались по молодости, по юношеству. В общем, привязанные места, со всеми этими местами прощается и поет коштасуя.
приближается время отъезда. Чем ближе время отъезда, тем трагичнее, драматичнее звучит сынсу. То, что беташар исполняет особый человек, акын, то, что лицо новобрачной до поры до времени закрыто, то, что обряд женской инициации, превращение беззаботной девушки в замужнюю женщину, по сути, оплакивается песней прощанием, во всем этом заложен особый смысл. Некоторые исследователи связывают драматичное исполнение сынсу с магическими элементами, с первородными средствами очищения и катарсисом. Потом приходит жених, начинает покупать тело. Когда его выводят из дома, вопли начинают. На кого ты нас покинула, ля-ля-ля-ля-ля, прощай. Вот такие вопли начинают, как при похоронах. После этого ее выводят на улицу, теперь она беззащитная, без всего, потому что тело ее бросили. Лицо, как у покойника, закрыто. Теперь надо ее довести до другого дома. В этом доме есть очаг, в этом очаге есть существо, которое в этот дом держит. Вот к ней подходит, масло капает, и над головой проводит горячим запахом это масло, и тогда примите его, тогда новый человек пришел, тогда она еще не ожила. Потом она садится, и самый старый опытный человек только открывает ей лицо. Это тот, это тот, это тот, это тот, знакомый кто-то. Все это имеет обоснование. Этносу надо выжить, семье надо выжить. И вся вот эта структура одежды и поведения, все на этом построено. Великий поэт, философ и просветитель Абай Кунанбаев когда-то сказал так: «Двери мира тебе открывает песня, двери смерти тебе открывает песня. Внимай ей, казах, постигай ее мудрость. Всей жизни твоей сопутствует песня». Песни скорби и печали, песни утешения – это особый фольклорный жанр. Народная память хранит песни плача Жоктау, песни прощания Коштасу, песни печального известия Естерту, песни соболезнования Кунель Айту. Их поэтика наполнена символикой и афоризмами. В европейской культуре есть эпитафии и реквиемы, созданные выдающимися творцами. А в степи свои высочайшие образцы оставили, к примеру, Абай и Машхур-Жусуп. Абай написал множество поминальных стихов после смерти сына Абдрахмана и младшего брата Оспана. Он также сочинил для своей снохи Магыш поминальную песню об умершем сыне. Люди с поэтическим воображением называют музыку одним из древних видов путешествий во времени и пространстве. Наши предки представляли себя вечными странниками в разных мирах. Они оставили нам в наследство настоящее богатство, гордость и сокровище – песни. Казахского аула, каким он был раньше, сейчас нет, как нет и кочевников, странствующего народа. Но многое из степных обычаев и традиций по-прежнему окружают нас, и мы следуем им, но не всегда знаем, что они означают. Поэт Бахыт Кайырбеков. Сказки – замечательный образец устного поэтического творчества казахского народа. Страницы его истории, отражающие быт, обычаи, нравы и традиции степного кочевника. Мы узнаем из них о тяжелом и непосильном труде народа, о его вековой ненависти к своим угнетателям, о героической борьбе с чужеземными захватчиками. Во всех сказках высмеивается тупость, алчность и беспредельная жадность баев. Прославляется мудрость, героизм и простота бедняков. И всегда добро одерживает победу над злом, всегда торжествует справедливость и правда. Здесь много юмора, едкого сарказма, фантазии. Казахские сказки выразительны, лаконичны, читаются с большим интересом. Алдар Касе – это казахская притча о безбородом хитреце. Первая экранизация, снятая киностудией «Казахфильм», вышла в 1964 году.
Это история о добром, находчивом и ловком бедняке, который боролся с несправедливостью, помогал обиженным и беднякам. Казахский народ отличается необыкновенной музыкальной одаренностью. Практически в любой семье найдется человек, который прекрасно поет или талантливо играет на народных музыкальных инструментах. В народе говорят: Бог вложил в душу каждого казаха частицу кюя с момента его рождения. В казахской культуре кюи передавались от исполнителя к исполнителю на слух. Искусство каждого кюйши и его стиль отличались яркой индивидуальностью, манерой исполнения, разнообразием тематики. Как утверждают ученые-искусствоведы, до наших дней дошло около 5000 кюев. Авторы некоторых из них неизвестны. Особой любовью и всенародным признанием пользовались жившие в средние века в казахской степи талантливые кюйши и композиторы: Каркыт Ата, Кетбуға, Асан Қайғы, Қастуған, Сыпар Жырау, Бухар Жырау. Как правило, кюи исполняли в основном на домбре, кыбызи и сыбызғы. Например, кюй Ақсақ Құлан, хромой кулан, считается народным кюем и датируется XIII веком. Сказания о батырах занимают значительное место в богатом устном литературном наследии казахского народа. Героический эпос или Батырлар-Жары – это сюжетные поэмы, рассказывающие о героической жизни и ратных подвигах батыров, обладавших необычайной силой, защищавших племена и отдельные роды от набегов чужеземцев, спасавших народ от тяжелых бедствий. В памяти народа хранятся имена батыров: Ир-Таргына, Қабланды, Алпамысы, Камбара, самозабвенно любивших свою землю и защищавших ее от врагов. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня речь идет о Қобланды Батыре, о нашем великом земляке, легендарном батыре казахской степи. Долгое время Қобланды Батыра считали вымышленным персонажем. На протяжении нескольких веков предание о нем не стареет. Льются песни о кинобагероизме могучего казахского воина, о его неповторимых подвигах во славу родной земли. Сейчас достоверно известно, что Қобланды Батыр вполне реальный человек, который ученые говорят, что он жил в 15 веке, период распада Золотой Орды. Қобланды Батыр, қазақша айтқанда Қара Қобланды, Қара Кипчак Қобланды, народный герой, полководец, родом из племени Кипчаков, ветви Қара Кипчак. В былинах и сказаниях он обычно именуется Қара Қобланды. Также сообщается, что он был крупным военачальником. Ему посвящен героический эпос казахского народа Қобланды Батыр. Существует 29 вариантов этого эпоса. Самый обширный вариант – это вариант Марабая. Это художественное произведение основано на исторических событиях. В нем встречаются имена реальных людей и названия местности. Интересно тот факт, что вариант Марабая впервые записал наш великий земляк Ибрай Алтынсарин на Карабалыкской земле, вернее, Карабалыкском районе, который относится к нашей области. В героическом эпосе былинных сказаниях
Кобыланды Батыр предстает в образе непобедимого воина. Кобыланды Батыр не разделяет своих соотечественников по родам, а любит и защищает всех степняков, не спрашивая, какими выходцами жуза, какого жуза они являются. В юношеские годы он был приближен к властителю государства кочевик-узбеков Абулхаир хану. Кобыланды принимал участие в политической жизни Ноғайской Орды. Он участвовал в походе на город Казань, воевал с потомками Едгибии Алшагиром. А могила Батыра в сегодняшний день находится на территории современной Актюбинской области. В 1969 году останки Батыра были подняты из склепа, что находился в Кабдинском районе Актюбинской области, и перевезен в Алматы, в столицу тогдашней нашей республики, чтобы попытаться восстановить облик героя. Но долгое время это было невозможно. Лишь по прошествии многих лет лик Кобыланды восстановили в лаборатории антропологических реконструкций имени Герасимова в Москве. Это был воин 45-50 лет с волевым подбородком. После воссоздания облика бюст Кобыланды передали в музей Актөбе, и туда же были возвращены его останки. Но многие считают, что время жизни Кобыланды Батыра неизвестно. Считают, что это историческая истина, доказана этноисторическими исследованиями. Да, Каракша Кобыланды жил в 20 веке. Кобыланды был главным батыром, то есть военачальником, основателя казахской государственности в этот период, называемым ханом Абулхаиром. Уже от Кобыланды идет разветвление 5 известных родов кипчаков. Имя одного из этих кипчаков, внука Кобыланды Батыра, Карабалық, сохранился как название Карабалгского района нашей области. Изначально до 1954 года село Щербаково, который находится в Алтынсаринском районе, назывался Кобыланды. Следовательно, прямую историческую связь имеет с Кобыланды и наша современная жизнь. Поэтому вполне логичным и справедливым был увековечение памяти великого, легендарного сына казахского народа, который внес неоценимый вклад в становление казахской государственности. И назвать именем Кобыланды Батыра бывшую улицу Герцена города Костаная, где был установлен ему памятник. Открытие памятника Кобыланды Батыру Костаная, год 550-летия казахской государственности, конечно, был историческим событием. Символизировал, что его имя вечно останется в памяти благодарных потомков истории народа. На торжественном многолюдном мероприятии, посвященном этому событию, предложение о переименовании улицы Герцена проспект Кобыланды Батыра, который высказан был Серікбай Бесетаевым, экс-депутатом парламента Республики Казахстан, было всенародно поддержано заслуженными людьми нашего города. Михайловым, Рубинштейном, Карченко, Терновым, Тарасенко, члены фонда имени Сагадата Нурмагомедова, руководители различных партий, общественных организаций, многие другие поддержали это предложение. И был одобрен широкой общественностью города. И сейчас в нашем городе есть проспект имени Кобыланды Батыра. Но если смотреть и изучать сам эпос Кобыланды, то можно прийти к выводу, что людей с именем Кобыланды было несколько. Например, эпос создавался еще в далекие времена, возможно, в X или XI веке. А в наше время много имен Мухаммед в честь пророка или имя Мухтара в честь писателя Мухтара Авезова. В каждом веке были свои герои по имени Кобыланды. Например, в Жамбылской области имеются места, связанные с именем Кобыланды. В книге Ильяса Сембелина речь идет о Батыре Кобыланды, который жил в 15 веке. А на территории нашей области, где прикасается территория Карабалгского района, Костанайской области, территория Варнинского района Челябинской области, вернее, на границе Казахстана и России, находится исторический памятник башня Темірлана. Этот памятник относится к XIV веку. Именно в этих местах происходили стычки между войском Хамогу Тимура с войском, который возглавлял Кобыланды Батыр. Таким образом, можно сделать выводы, что жили и творили в казахской среде несколько человек по имени Кобыланды. Что касается самого эпоса, то его сказители каждый век дополняли, изменяли, и он превратился в народный эпос. Но самый достоверный факт, что от младшего сына Кобыланды Батыра, вернее, потом родился Карабалық, Карабалық прямой внук Кобыланды Батыра, и многие
внуки, продолжатели рода Ковланды-Батыра живут на территории нашей Костанайской области. И имя Ковланды они помнят. Не только они, весь казахский народ считает Ковланды-Батыра Батырем номер 1. Лира – эпические эпосы. Основные темы этого жанра – любовь, история борьбы за свое счастье, преодоление препятствий на своем пути. Наиболее известные – Айман Шалпан, Кызжыбек, Козы-Карпеш и Баян-Сұлу. Кызжыбек – история любви храброго воина Тулегена и красавицы Жибек, который заканчивается трагически. Эта поэма воспевает верность любви, дружбе, отвагу и патриотизм. Поэма «Кызжыбек» включена в мировое культурное наследие. 2008 год был объявлен ЮНЕСКО годом 500-летнего юбилея эпоса. Давайте послушаем песню Тулегена и Кызжыбек. Sen meni yeliktirdin, jeliktirdin, bir emes bir neçe ret ölüp durdum. Armanday жалгыз avuz sözüm üçün, alıptan atarıp dip kelip durmun, kelip durmun. Биенье сердца моего ты задержать вольна, Жибек, от взгляда твоего в душе моей весна. Чем чувство обернется, когда идешь, куда душа велит. И сердце то замрет, а то забьется, то вздрогнет радостно, а то вдруг заболит. Ağaydın da Я перейду все рубежи, пойду в любую даль. Ты только словом мне скажи, свою мне руку дай. Казахские легенды, свидетельствующие о многих исторических процессах прошлого, стали неотъемлемой частью духовного наследия народа. Древние казахские легенды и предания, рассказывающие о том, как были названы реки, озера, горы, необъятной степи, всегда были зеркальным отражением жизней далеких предков. Чаще всего в основе легенд лежит какое-то действительно бывшее в истории событие, и чаще всего это событие привязано к конкретной местности, горе, горному перевалу, реке или озеру, которые существуют и до сегодняшнего дня. Именно такие легенды являются топонимическими, то есть объясняющими, почему данный географический объект получил такое название.
Кто я? Похож ли я на своих далеких предков, сберегших для нас казахскую землю? Богатую, красивую, неповторимую. Как они жили? Во что верили? Что давало им силы? Какие сказки и легенды рассказывали своим внукам мудрые аксакалы, свидетельствующие о многих исторических событиях прошлого? В каждом уголке нашей необъятной страны есть тысячи свидетельств древних легенд и преданий, рассказывающих о том, как были названы реки, озера, камни и горы, которые всегда были зеркальным отражением устоя жизни наших далеких предков. О подлинности событий, произошедших в далеком прошлом и ставших легендой, сложно судить. У каждой из них множество различных интерпретаций. Однако эти истории, которые из уст в уста передавались из поколения в поколение, дошли и до наших дней. Одна из них – легенда об отважном батыре Окжетпес, который, по преданию, когда-то жил в одном из красивейших мест нашей Родины – урочище Бурабай. В давние времена в одном из мирных аулов родился необыкновенный мальчик. С первых дней он был самым крупным ребенком среди всех и рос не по дням, а по часам. К 10 годам он стал таким высоким, что стрела, которую пускали в небо его сверстники, не долетала до его груди, поэтому его и назвали Окжетпес, что в переводе с казахского означает «стрелой не достать». Насколько он был высок ростом, настолько же был наделен недюжинной силой. Казахи всегда терпели набеги врагов. Со всех сторон с жадностью голодных волков совершали недруги набеги, опустошая аулы. Но каждый раз на пути врага оказывался Окжетпес. И каждый раз терпел сокрушительные поражения, а оставшиеся в живых уходили ни с чем. Оправившись от очередного позорного поражения, недруги решили объединиться и во что бы это ни стало победить батыра Окжетпеса, разграбить и сжечь аулы, обратить в рабство сыновей казахов, сделать наложницами их дочерей-красавиц. Собрались они вместе вновь не с миром, с войной пришли в урочище Бурабай. Несколько дней и ночей длилась кровавая битва. Без устали сокрушал Окжетпес полчища врагов. И вновь оставшиеся в живых спасались бегством. Поняли они, что в открытом и честном бою не одержать им победы над отважным батыром. Решил посрамленный враг добиться своей цели хитростью и обманом. Затаились они неподалеку от места своего позора. Не ожидал от них такого коварства честный воин Окжетпес. Уставший после боя, омыл он свое тело в целебных водах озера Кумысколь. Вошел в чарующий лес у подножья горы Кокшетау, лег в тени вековых деревьев и уснул. Крепок и сладок был его сон, но недолог. Словно стая саранчи, словно хитрые лисы, словно кровожадные волки, налетели враги на спящего батыра. Вскочил он на ноги, возвышаясь над ними, словно скала. Не было в руках Окжетпеса ни сабли отточенной, ни лука со стрелами, ни меча обоюдоострого. Вырывал он с корнем березы и ели, крушил ими врагов, как палицей кованой. Но на месте поверженных сотен приходили тысячи новых, до зубов вооруженных врагов.
После ожесточенной борьбы силы нашего героя стали покидать. Слишком много на этот раз было противников. Но не пал Окжепес на колени под тяжестью повисших на нем недругов, отряхнул их с плеч своих и воззвал к небесам. «О Всевышний, не дай умереть позорной смертью пленника, преврати меня в камень!» Услышали отчаянный крик героя небеса и превратили его в глыбу. Так и застыл навечно в камне, став легендарной скалой Окжепес. А на месте вырванных им деревьев возникла поляна, покрылась изумрудной травой, и через столетия стала она местом, где размышлял о судьбе народной великий хан Абылай. До сей поры в народе так и называют это священное место поляной Абылай-хана. Но это уже совсем другая история. Вашему вниманию хочу представить инновационные издания и издания на электронных носителях, которые есть в нашей библиотеке. Қазақтың дәстүрлі бірмін күйі, 1000 казахских традиционных кюев. Это уникальное издание, которое впервые появилось в Казахстане. Кюй – это инструментальная миниатюра длительностью 2-5 минут. Малые временные параметры нисколько не ограничивают глубину его содержания. Слушание кюя требует медиативного погружения в музыку, когда раскрывается бесконечность времени. Издание содержит 1000 кюев на 40 дисках. Антология «Қазақтың батырлық жырлары» – казахские героические эпосы, издана к 20-летию независимости Республики Казахстан. В нее включены эпические сказания казахского народа, воспевающие героические подвиги батыров. В сборник вошли 50 героических эпосов на дисках в исполнении известных жыршы. Интеллектуальный, интерактивный учебно-методический комплекс «Даналық әліппесі» «Азбука мудрости» является инновационной разработкой коллектива компании «Интерактив Казахстан». Автором проекта является Нуралы Кудайбергенұлы, человек, глубоко интересующийся культурой своего народа. Данный комплекс очень интересен и удобен в пользовании. Состоит из инструкции, 12 книг и говорящей ручки. Уникальность его состоит в том, что эту книгу можно читать самостоятельно или слушать тексты в исполнении лучших мастеров слова. Вошедшие в книги кюи, народные песни, звуки кабыза, свирели, колыбельные, сказки, предания, эпосы, традиции, слова назидания наших предков были собраны профессионалами и систематизированы. В озвучивании текстов принимали участие мастера слова, а также известные казахстанские акыны, певцы, исполнители кюев на дамбре и кабызе.